Стреляющая свадьба громкая, чтобы на всю округу. О радости создающейся семьи должны знать все. Почти ни одно ингушское торжество не обходится без пальбы из автоматов и пистолетов. Правда, за считанные секунды закончится такое яркое представление может весьма горько. При том, что стреляют сейчас не только из охолощенного оружия, но и из боевого. Вот, к примеру, пуля отрикошетила через металлический шифер и попала в ламинат частного дома. А вот кадры еще одного хулиганства свадебного кортежа. Везение или благосклонность судьбы. Молодой человек чудом уцелел от пули неопытного стрелка. И таких примеров халатности молодежи к чужой жизни можно привести тысячи. Страдают от таких выкрутасов не только сами участники свадебного кортежа. Жертвой горя стрелков становятся и ни в чем не повинные жители и даже дети. Резонансный случай, который произошел в Ингушетии 8 лет назад, так ничему никого и не научил. Тогда 5-летний ребенок получил огнестрельное ранение в голову, когда свадебный кортеж забирал невесту из родного села. Шальная пуля отрикошетила и задела ребенка, стоявшего недалеко от дороги. В итоге он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Старший сын, 11 лет, он забежал ко мне и говорит, что младший не знает чем, но ранен, кровь у него идет. Никто не знал, никто ничего не видел даже. У мальчика кровь и крики, и все, и он плачет. Дилак Туршиев перенес сложнейшую операцию в тот же вечер. Врачи боялись делать какие-либо прогнозы. Инородное тело, сердечник пули извлечь из головы не удавалось долго. Шла буквальная борьба за жизнь. Врачи свершили чудо. Сейчас мальчику 12 лет. Вопреки тому, что медики говорили, что его мозг перестанет нормально функционировать, он чувствует себя лучше, чем когда-либо. Строит планы на будущее. И точно знает, на его свадьбе никто стрелять не будет. Мальчик стесняется камеры. И на вопросы гостя, главы сельского поселения Акиюрт, отвечает смущенно. Но не всегда истории бесцельной стрельбы заканчиваются хэппи-эндом. В Ингушетии старейшинами давно введен запрет на свадебную стрельбу, не говоря уже о федеральном законе. Это хулиганство не имеет ничего общего с традициями, так еще и угрожает безопасности окружающих. Уважайте старших. Не делайте это, не стреляйте лишний раз и в воздух, и даже если это не боевое оружие, не надо пугать людей. В достоверном хадисе от Ибн Дауда сказано: не дозволено человеку пугать других. Когда в мечети пророк увидел одного человека, который шел с оголенными стрелами, пророк его подозвал и сказал ему: возьми их за наконечники, чтобы исключить риск кого-то поцарапать. Правда, ускользнуть от правосудия не получится. Законом четко прописаны все правила применения оружия. За бесцельную стрельбу в общественных местах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 2013 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанная статья гласит: стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или не в отведенных для этого местах. Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, конфискация оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение и ношение огнестрельного оружия сроком от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Согласно статистике, только за прошлый год за бесцельную стрельбу составлено 23 административных материала. В этом же 8. 213 статья УК РФ «Хулиганство» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.